Новый детский сад открыли в селении Бруд. Дошкольное учреждение рассчитано на 100 детей от 3 до 7 лет. В церемонии открытия принял участие глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, который прибыл в правобережный район с рабочим визитом. Детский сад оснащен согласно всем современным требованиям. В нем есть музыкальные и физкультурные залы, хорошо оборудованный медпункт. Пищеблок оснащен индукционным оборудованием, которое позволяет сократить время приготовления блюд и сохранить все полезные свойства продуктов. Следует отметить, что из федерального бюджета на ремонтные работы было выделено 12 миллионов рублей. Местное же финансирование составило 870 тысяч. В этом году планируют открыть новое дошкольное учреждение и в селении Зильги. Также сегодня Таймураз Мамсуров провел совещание с главами районов по вопросу нехватки мест в детских садах. Как отметил глава, сегодня в республике более 200 дошкольных образовательных учреждений. Общая очередь в них составляет 14 тысяч детей. Однако в текущем году планируется сократить ее на 3,5 тысячи мест. В свою очередь Таймураз Мамсуров напомнил об острой нехватке бюджетных средств и предложил расширять негосударственный сектор дошкольного образования. Эта практика должна нарастать, особенно в селах. Это там легче делать. Вот. Много пустующих в жилом секторе домов. И мы раньше так делали. И сегодня надо с людьми разговаривать, особенно с теми, кто более-менее толковый, имеет образование и имеет какие-то жилые помещения свои неиспользуемые. Надо этих людей найти, объяснить им, какая для них польза, если они будут участвовать в этом. У нас во Владикавказе, в Артонском, в Дегорском районе это практикуется. Уже надо понять, насколько для нас это полезно, с тем, чтобы эту практику наращивать. Уже в этом году на модернизацию системы дошкольного образования выделены средства из федерального бюджета. Чтобы по-новому обучать дошколят, будет потрачено 16 миллионов рублей. В рамках рабочей поездки в правобережный район глава республики посетил и участницу Великой Отечественной войны Марию Мисикову. Мария Александровна прошла войну почти до самого Берлина. Будучи военной медсестрой, она лично выносила раненых с поля боя. В прошлом году Мария Александровна отметила свое 90-летие. По поручению президента России Таймураз Мамсуров вручил ветерану юбилейную медаль 70-летия Победы и сообщил, что 9 мая вручит сертификат на жилье. Глава республики к визиту подготовился и привез с собой школьное фото, где запечатлен вместе с дочерью Марии Александровны Татьяной. Фатима Макиева, Заур Цеов, Осетия ТВ.